Здравствуйте, это Вестник Русского географического общества и я его ведущий Рустам Сиразетдинов. Сегодня мы побываем в колыбели советского альпинизма в Приэльбрусе. Ну и, естественно, поднимемся на высочайшую вершину Европы, на гору Эльбрус. Направо. Камера сейчас наверняка. Покажи камеру. Мы находимся сейчас на высоте 1250 метров над уровнем моря. Путь у нас еще не близок, но до расчетной точки Тирсфол нам остается 233 километра. Расчет на порядка где-то около 2,5 часов. Поэтому скоро мы будем у наших друзей, которые нас ждут. И уже сейчас у нас начинается программа акклиматизации, так как мы попадаем в зону высотную. Мы находимся у предгорья горы Юца, где расположился великолепнейший аэродром, который был построен здесь местными монстрами легкой малой авиации нашей страны. И вот яркий представитель ставропольской авиации передо мной Сергей Теплых. Сергей, мы в рамках экспедиции приехали сюда. Ну, я считаю, что это великолепная идея. Если бы сейчас этого не сделали, то это стоило придумать гораздо раньше. Просто сейчас много энтузиастов вот у нас на Северном Кавказе изучают как раз кавказский вот этот период так называемый творчества Высоцкого. И многие очень факты здесь по-новому, новую окраску приобретают, исследуются по-новому. Какие примерно хотя бы? Ну вот, допустим, что одна из последних съемок, которые сохранились, более-менее качественных и интересных работ его, когда он на пике своего творчества, это в 80-м году снималось Пятигорским, в 70-м году, прощения. В 70-м снимали с Пятигорским телевидением, вот прямо на студии, вот на горе Машук. Да. Вот, я думаю, как... Это всемирно известные съемки, все его замечательные песни как раз он здесь исполнял, да. И более того, эта пленка считалась долго утерянной, и ее нашли в архивах одного из старых работников Пятигорского телевидения, только после этого она стала доступна публике относительно недавно. И кроме того,
вообще Пятигорье и Каменводы здесь связаны с творчеством Владимира Семеновича очень тесно. Потому что знаете, что все здесь восхождения, все они начинались именно Отсюда. с аэропорта Минеральных вод. Да, и Шпиль, да, и все отсюда, все движение всех, это же съемочный процесс, это серьезное очень мероприятие. Но вся логистика, вся она началась именно с Каменвод. Суть в чем? Вот сейчас группа начинает акклиматизацию. Сегодня первый день. Скажи, Евгений, вот мы по простенькому пути пошли или все-таки немного усложнили сейчас задание? Нет, сегодня мы сделали несколько больше, чем обычно делают группы в первый акклиматизационный день. Мы поднялись на обсерваторию на плато пика Терскол. Высота сейчас 3050 метров. Прошли мы сначала по грунтовой дороге, которая была построена для обсерватории. А затем на высоте 2400 метров мы ушли по травянистому склону на гребень. Вулканический гребень с живописными вершинами, отрогами и уникальной фигурой кольцо, аркой, сквозь которую мы поднялись. По достаточно крутому гребню, по узкой тропе, местами идущей над крутыми обрывами. Так что сделали больше, чем в среднем делают люди в начале эльбрусской программы. Уфа! Эльбрус! Вертикаль! Не просто вертикаль, а вертикалище! Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Трудно поверить, но когда-то, 50 лет тому назад, именно по этому ущелью поднимался Владимир Семенович Высоцкий и съемочная группа для того, чтобы продолжить съемки на леднике Кашкаташ, к которому мы двигаемся. Именно там знаменитый артист, актер и бард Владимир Высоцкий получил первые уроки хождения по леднику. Уфа!
Есть при Эльбрусе место, куда, как говорится, не зарастает народная тропа. Это музей Владимира Высоцкого, где хранятся уникальные экспонаты, связанные с его творчеством в Эльбрусе. Возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Мы подошли к гостинице «Иткол», где когда-то проживал Владимир Семенович Высоцкий в одном из номеров. Он до сих пор открыт, там нет ключа. Они жили вместе со Станиславом Сергеевичем Говорухиным и часто выезжали отсюда на съемки. Этот номер находится на 4-м этаже, мы сейчас туда следуем. Номер, в котором проживал Высоцкий вместе с режиссером Станиславом Говорухиным. Раньше здесь была табличка с надписью «Здесь проживал Владимир Семенович Высоцкий во время съемок кинофильма «Вертикаль». В то время я был еще пацан, как говорится, совсем маленький. Но, тем не менее, отлично помню, что огромный ажиотаж был по всему ущелью. Казалось бы, это вот как край земли, ущелье. Но люди здесь давно уже знали Высоцкого, слушали его песни. И как только узнали, что вот именно Высоцкий участвует в этих съемках, тем более здесь у него появился друг Чока Залиханов. Да. И он, наверное, тоже рассказал местным жителям. И поэтому, как только съемочная группа появилась, целыми толпами в гостиницу, они останавливались, обычно вот съемочная группа в гостинице «Иткол». Почему в Итколе? Потому что это была тогда единственная гостиница, более-менее такая приемлемая, что ли. С тех пор сильно изменилась гостиница? Гостиница не изменилась, осталась как и тогда, но просто сейчас другие гостиницы более фешенебельные появились. А она как была тогда, так и осталась. В общем, так. Это только начало пути. Только что сейчас произошел такой особый случай. Что произошло? С высоты более 4000 метров пошел камень. И один булыжник, и вес его исчислялся многими тоннами. И он разогнался до такой степени, что вот я заметил его вверху, успел крикнуть, и по цепочке все спортсмены, все те, кто восходили, успели передать тем, кто здесь кучей прямо под этим камнем внизу вот этой вот скалы находился. Да. И они успели уйти от этого камня, да, скрыться. И в результате все остались, слава богу, живы и невредимы.
необходимый, потому что вариантов там не было. Если, не дай бог, кто бы попал под такую махину. Да. И вот сейчас, вот, к сожалению, мы не успели снять на видео, тут не до этого. Мне поразило лично, я не знаю, как вас, вот эта вот мгновенная реакция всех альпинистов. Да, один Я раз... отметил, что Саня первый Я обнаружил, первый, да. Обнаружил, там Ну, бог с ним. засемафорил, закричал. Так кричал, что... Он очень тихо подкрадывался, понимаете, очень тихо, не шумел. Ползком. Да, ползком. Но скорость набрал очень. Он ушел далеко туда, вон за этот склон. В общем, 2 метра прошел этот камень нашего оператора, значит, Рустама Сиразидинова. Он не успел достать камеру. Зато он успел спасти свою жизнь. Ну а сейчас я приглашаю вас на саму гору Эльбрус. Привет от местного аборигена. И 68-е покорение будет сегодня. Дай бог. Ура! Видит Бог, моя мама, мои родители, моя семья помогли мне взойти на этот вершину. Ну, эта экспедиция на самом деле случилась неожиданно для меня. Не то чтобы я увлекаюсь альпинизмом. Единственное, могу сказать, мы занимались несколько раз скалолазанием в Уфе. И я очень люблю горы, поэтому это предложение сразу меня привлекло. Это самое красивое, что я видела в жизни. Эти места, я считаю, каждый должен сюда поехать. Вчера, наверное, я только к обеду понял, я куда попал, когда мы поднялись в горы. Действительно, наверное, других слов не могло найтись, кроме как лучше гор могут быть только горы. И я понял, наверное, разницу между туристом и путешественником. Организованным, я имею в виду, туриста. На самом деле я приезжал сюда как турист, кататься на лыжах. Но это было совершенно, конечно, другое ощущение. Вот. Ну, к концу первого дня, честно признаюсь, было ощущение, наверное, что, возможно, я не смогу подняться на Эльбрус. Сегодня второй день. Мне показалось, что уже я набираю сил и все-таки рискну. С детства любил этот фильм, и принять участие в такой интересной программе, пройти по местам съемки этого фильма, это вообще мечта была в жизни. Я думаю, что каждый член этой экспедиции вот с каким-то вожделением таким ждет и с неким, не побоюсь этого слова, страхом, да, то есть что же будет дальше, но в то же время с каким-то таким ощущением детским. Вот чего-то хочется по-настоящему. Вот для меня, наверное, это давняя мечта. Я на Чигете, в общем-то, в Приэльбрусе был несколько раз, катался на лыжах. И, естественно, это вершина, которая все время на горизонте манит. Оставалась долгое время такой несбыточной мечтой. И слава богу, что вот в день рождения некий такой подарок самому себе, некий такой подарок, возможно, Вселенной. Это большое счастье. Чувство свободы. На такую высоту и поднялся в первый раз. Ну, есть вообще разница вот в технике подъема? Ну, намного большая разница. Я ходил вообще летом, что там в кроссовках можно бегать. А здесь в кошках куда сложнее. Настроение воздушное. Парить охота. Вот взлетную полосу сперва уж на одну перевести сюда, да? Тренироваться. Скажу, что операторам гораздо тяжелее, поскольку я веду блог и онлайн-дневник экспедиции, одновременно фотографировать, выкладывать в интернет, постоянно думать о раскадровках. Это, наверное, на порядок выше, чем просто быть частью команды, потому что ты чувствуешь ответственность. И я думаю, что операторам тогда было даже, наверное, сложнее, потому что оборудование было тяжелое, условия были совершенно иные. И хочу сказать, что всем операторам, кто снимает соревнования, восхождения, просто большой-большой респект, низкий поклон. Это, наверное, одни из самых сильных людей в мире.
сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, своих близких, берегите нашу планету. До встречи.